окружной администрации города Якутска прошел депутатский час депутатов Якутской городской думы. Городские депутаты рассмотрели актуализированную стратегию социально-экономического развития городского округа города Якутск. Дело в том, что это, во-первых, вопрос сессионный, и нам внесли на сессию вопрос о развитии стратегии города Якутска. Поэтому мы на сессии будем принимать эту стратегию. Что такое стратегия развития социально-экономического города, любого города? Это очень такой большой генеральный документ. И за последний год был принят указ о социально-экономическом развитии города Якутска, утвержден генеральный план города, мастер-план города. И эти документы, они должны были найти свое отражение в стратегическом развитии города. А стратегия развития города – это основной путь, куда идти, зачем туда идти. И я думаю, что в этом актуализированном документе, который мы будем рассматривать на завершающей сессии этого года, это направление, оно действительно указано. Это очень серьезный документ. И для того, чтобы, наверное, разобраться в деталях, нужно действительно его прочитать от корки до корки. По данному вопросу депутаты Якутской городской думы заслушали информацию докладчика, начальника департамента экономики и стратегического планирования окружной администрации города Якутска Любовь Кузьмину. Учитывая внешние вызовы и внутренние факторы, конкурентное преимущество городской экономики, определены следующие сценарии долгосрочного развития. Негативный инерционный, комфортный город и развивающийся город. В качестве целевого выбирается сценарий, обеспечивающий наибольшую вероятность реализации целей и задач социально-экономического развития. В данном случае это сценарий развивающийся комфортный город на вечной мерзлоте. Миссия города в горизонте 1932 года, согласно указу главы 2046 о развитии города Якутска, столицы республики, звучит таким образом: Якутск лучше для жизни человека, город в мире на вечной мерзлоте. Что это такое? Это город, инженерная инфраструктура, которого соответствует условиям вечной мерзлоты, готова к вызову климатических изменений, позволяет их комфортно преодолевать. Социальная и сервисная инфраструктура, которого комфортны и дают своим жителям спектр возможностей, компенсирующих жесткие климатические условия. И городская среда, которого превосходит по качеству другие города на вечной мерзлоте. В целом, указанные выше характеристики качества инженерной, социальной, сервисной инфраструктуры, а также городской среды обеспечат жителям города в горизонте 1932 года лучшее в мире качество жизни на вечной мерзлоте. К 2032 году Якутск станет городом с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, жилым фондом и городской средой, соответствующей условиям вечной мерзлоты, позволяющей населению комфортно чувствовать себя в данных условиях. Согласно стратегии, предполагается развить социальную и сервисную инфраструктуру, туризм, креативную индустрию, включая IT-сферу и интеллектуальные услуги, научно-образовательный сектор. Планируется сосредоточить на территории города большое число культурных, креативных индустрий, гастрономический, познавательный и деловой туризм. Если говорить о стратегии социально-экономического развития городского округа города Якутска, это наши прямые обязанности, наши исключительные полномочия согласно 131 закона об общих принципах организации местного управления. И, конечно же, наряду с бюджетом города, с правилами землепользования, с генеральным планом. В октябре месяце этого года наш мастер-план развития города Якутска Арсений Сергеевич Николаев непосредственно лично с Евгением Николаевичем Григорьевым защитили у президента страны Владимира Владимировича Путина. Мастер-план города Якутска, он принят, и сейчас он ляжет в основу генерального плана, в том числе какие-то моменты, они обязательно найдут свое отражение и синхронизацию непосредственно со стратегией социально-экономического развития. Вы знаете, что очень большое финансирование предполагается, более 500 миллиардов рублей, поэтому, конечно же, мы должны будем его исполнить, в первую очередь, конечно же, на тех моментах, на которых заострил внимание сам президент.
До конца текущего года необходимо подготовить и утвердить планы комплексного социально-экономического развития Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций на период до 2030 года. Определить источники финансирования. Кроме того, прошу закрепить в перечне поручений следующие приоритеты. Нужно включить в план социально-экономического развития Якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену. Установить срок окончания работ. Что бесконечно тянуть нельзя. Мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое. Кроме того, необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы Колыма. Вот то, что нам сегодня показывали, эти картинки, да и то, что водители говорят на дорогах, это, так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность. Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, определить конкретные сроки. В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. В этих городах, по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года. По Жатайской судоверфи. Я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации. И при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи. И в завершение прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Депутаты задали вопросы и внесли ряд предложений руководителям департаментов и начальникам отделов окружной администрации города Якутска, затрагивающие развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, подготовки кадров и туризма. Было много вопросов, депутатов интересовали вопросы развития образования, социальной сферы, вопросы, связанные с здравоохранением, с развитием и строительством дорог, в том числе по национальному проекту. Ну и, конечно же, эти все рекомендации, предложения депутатов, они будут вноситься в эту стратегию. Депутаты тоже правильно говорили, что у нас много полномочий муниципальных, местных, да, полномочия субъектовые. И нам нужно больше привлекать специалистов, наверное, из других сфер, тех сфер, которые сегодня не являются муниципальными полномочиями, для того, чтобы иметь полную картину. Потому что тоже взять здравоохранение, мы понимаем, что людям, которые проживают в городе, им все равно, у кого какие полномочия. Им важно, чтобы были хорошие дороги, были доступные школы, было качественное образование, качественная медицинская помощь, доступная медицинская помощь. А сегодня есть много проблем, поэтому без взаимодействия с правительством республики, с региональными структурами и федеральными даже, невозможно решить все эти вопросы. Поэтому вот это взаимодействие, оно очень нужно. Но я думаю, в какой-то степени стратегия, наверное, поможет и объединить, и как-то наладить это сотрудничество. Потому что сегодня это действительно очень важно. Данную стратегию депутаты будут принимать на 4-й очередной сессии 25 декабря. Традиционно в ноябре стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Организаторами акции являются Лига молодежи города Якутска и детский торговый центр «Бубль-Гум». Акция проводится для детей из коррекционных школ, из детских домов. Можете подойти, взять бирочку, приобрести подарок и передать сотрудникам магазина.
и, соответственно, подарок будет передан ребенку. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов принял участие в традиционной акции «Елка добра». Мы дарим подарки, делаем немножечко счастливее наших детишек из коррекционных школ, из домов-интернатов. Нынче мы также будем передавать подарки детям из семей участников специальной военной операции. Нам очень важно, чтобы ни один ребенок в нашем городе не остался без новогоднего подарка. Пользуясь случаем, хотел бы призвать горожан активнее участвовать в этой акции, чтобы новогоднее чудо было у каждого ребенка в нашем городе. Председателя Якутской городской думы поддержали также и депутаты. Депутаты Якутской городской думы принимают ежегодно участие в этой акции. И всегда от участия в этой акции чувствуешь какой-то оптимизм, какую-то радость. И такое ощущение, что ты сделал что-то такое маленькое, но хорошее, доброе дело. И это здорово. Я думаю, что когда человек делает добро, кому-то дарит подарки, ему это обязательно возвращается. Не обязательно подарком, чем-то другим. И самое главное, хорошим настроением. Поэтому мы будем призывать буквально всех своих коллег принимать участие в этой елке добра, потому что действительно пусть наша радость передается ребятишкам, которым, возможно, не смогут принести эту радость родители. Но пусть Дед Мороз в виде депутатов Якутской городской думы принесет им подарки, которые им нужны. В акции «Елка добра» может принять участие любой желающий, который хочет помочь детям, купив им подарок в торговых центрах детского магазина «Бубль-Гум» в городе Якутске. Они находятся по адресам: улица Кальвица, 14/5, торговый центр «Улуру-Молл», и по улице Дзержинского, 71, в торговом центре «Амсай». Акция продлится до 29 декабря.